Здравствуйте, дорогие гимназисты! Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я в данном случае представляю информационное агентство Коминформ и компанию Ибица Продакшн. Это те, кто организовывал большой праздник зимний Ибица. Зимний праздник у нас всегда спортивный. Он посвящен спорту, здоровому образу жизни. Туда приезжают звездные гости, олимпийские чемпионы в данном случае. Но в этом году в первый раз компания Ибица Продакшн и Коминформ организовали площадку, которая называлась Ибица без барьеров. Она была для особенных людей. Иначе их называют еще инвалидами, но это слово мы не любим. Мы называем этих людей особенными. Они немножко не такие, как мы. Но это не значит, что они хуже. И они тоже должны и могут быть участниками таких праздников. И поэтому в этом году на Ибице без барьеров у нас была такая площадка, куда мы пригласили, во-первых, театр особенных людей, который называется «Радость моя». И я думаю, что кто-то из вас мог видеть уже эти спектакли. У нас был мастер-класс по языку жестов. У нас был благотворительный аукцион в пользу этого театра «Радость моя», который очень активно гастролирует, и которому, естественно, нужны деньги на поездки, на костюмы, на постановки. И еще у нас была развернута выставка Анастасии Лобецкой. Это очень интересная художница, которая привезла порядка 10 своих картин. Вот одну из них она отдала на аукцион в пользу театра «Радость моя», и картина эта была продана за 1000 рублей, и завтра все собранные деньги для театра мы будем передавать, но это будет другая история. Значит, у Насти была там развернута выставка, и она мечтала попасть на Ибицу, и тут мечта ее осуществилась, и она приехала, и сама приехала ее мама, приехали ее педагоги, и она привезла свои картины. Для Насти был приготовлен сюрприз. На ее выставку пришел олимпийский чемпион, бобслеист и знаменосец олимпийской сборной в Сочи Александр Зубков, который из всего многообразия ее картин выбрал самую большую, которая называется «В поисках счастья», и купил ее. Вот эту картину он купил для вашей гимназии. Сейчас мы вам чуть позже ее покажем, и она станет вашей. Что сказал? Для Зубкова это был такой же сюрприз, потому что он не знал, с кем он встретится на зимней Ибице. И поэтому, когда его спросили, а каковы ваши самые сильные впечатления от этого большого спортивного праздника, он назвал 2. Это встречу с Раисой Петровной Сметаниной, нашей легендарной лыжницей, которую он нашел в добром здравии, в бодрости, и был этому очень рад. И второй это Настя. Потому что он познакомился и с Настей, посмотрел на ее работы, и он сказал в интервью следующее. Еще мне понравилась и запомнилась выставка художницы Анастасии Лобецкой. Нельзя было пройти мимо одной из ее великолепных работ. Да. Я с удовольствием приобрел эту картину и передал гимназии искусств, потому что Александру он сказал публично, вот картина, и я хочу, чтобы она висела в гимназии искусств. Чтобы люди видели, какие у них есть таланты, умеющие создавать произведения искусства вне зависимости от своего статуса. Картины, которые она рисует, просто феноменальные. Вы будущие художники, и, может быть, с точки зрения мастерства, вы можете оценить картины Насти с профессиональной точки зрения, как, может быть, требующие доработки, может быть, вам покажутся они несовершенными с точки зрения формы, цвета, еще чего-то. Но нужно просто понимать, как их рисует человек. И когда ты знаешь Настю и смотришь на ее картину, то, конечно, полностью согласен с Зубковым, картины феноменальные. Она просила вам передать следующее. Творите, живите ярко, покоряйте новые вершины как в творчестве, так и в жизни. И удачи в поисках своего счастья. Картина называется «В поисках счастья». И теперь она ваша. Она вас вдохновляет, потому что, слава Богу, у вас все на месте, руки, ноги на месте, все слушается, и поэтому вам сам Бог велел свое мастерство совершенствовать. Здесь художники первого года обучения и второго, то есть самые юные, да, самые многочисленные. Мы скажем большое спасибо. Потому что они сейчас в таком возрасте, когда романтизм этой картины, несомненно, будет оказывать благотворное влияние. Давайте все скажем спасибо. Спасибо!